Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире Абхазского радио передача «Асос» и ее ведущая Тамара Санаев. В гостях Абхазского радио отечественная певица, владелица собственного бренда одежды, человек, создающий уникальные цветочные композиции из бельгийского шоколада и не только. И все это Мактина Биби. Мактина, здравствуйте! Здравствуйте. Спасибо, что пришли к нам в студию. Мы рады вас видеть. Спасибо, что пригласили. Рада пообщаться с вами. Мактина, ваша песня совместно с певцом Шами «Сердце забрала» сегодня очень популярна. Популярность, на мой взгляд, это скорее про любовь слушателей, она у вас, безусловно, есть. Сегодня «Сердце забрала» слышим мы из каждого открытого окна, из каждой проезжающей машины, и моей в том числе. Как, на ваш взгляд, в чем секрет успеха вашей песни и на какой позиции в топ-чарте ВК вы сегодня находитесь, и сколько у вас прослушиваний? Да, эта песня очень хорошо зашла людям, и мне кажется, что тут дело в искренности, потому что это частичка моей души. Эта песня, она, наверное, одна из самых таких искренних песен, которые есть у меня из всех треков, поэтому я не знаю, наверное, то, что дуэт с Шами, это такая какая-то судьбоносная, на самом деле, такой судьбоносный фит у нас, потому что много лет назад у нас был какой-то коннект по поводу песен, но так случайно произошло, что вот мой продюсер предложил фит, и тот с радостью согласился, сказал, да, это будет круто, здорово, и мне кажется, что сейчас этот трек, правда, он один из тех треков, которые у меня выходили, он набрал огромнейшую популярность сейчас, и вот мы были с первого дня, получается, как трек вышел, на 5-й день после релиза у нас он был в чарте ВК. Мы доходили самое максимально, куда высоко, это было 63-е место в ВК-чарте. Сейчас мы на 87-м месте, да. Но мы так двигаемся то наверх, то вниз, поэтому тут это от прослушивания зависит, от стримов. На Яндекс.Музыке сколько у вас прослушиваний? Вообще за все время, как с релиза, у нас 4 с чем-то миллиона прослушиваний. Это то, что мне скидывают там нам в чат, показывают статистику, там 4 с чем-то миллиона прослушиваний, там 4,5 миллиона. Да, и мне кажется, что эта песня, она откликается у людей, потому что она слишком жизненная. Она, правда, очень жизненная, она очень искренняя. Это было все написано в такой очень классной обстановке. Мы много дней работали над этой песней, потому что пытались найти, прочувствовать, чтобы и Шами, артист, передал свое какое-то видение, я передала именно. И мне кажется, мы тембрально очень сошлись с этим артистом. У нас, мне кажется, есть какие-то похожие нотки в тембре голоса. И поэтому я думаю, что это все как-то так случилось, что людям это все зашло, так как там очень много в этой песне искренности, опять же, повторюсь. И вашей души это слышится. Да. Мактина, напомню нашим радиослушателям, что из абхазских исполнителей только вы, певец близкий, которые вошли в топ-чарт ВК на сегодняшний день. Теперь немножечко хотим вернуться в ваше прошлое. Скажите, вы родились в знаменитой хореографической семье, в династии, можно даже сказать. Скажите, вы с детства танцуете профессионально. Когда у вас зародилась любовь к музыке? Да, я всю сознательную свою жизнь, с детства я танцевала. Я танцевала у мамы в студии Анжелы Двар. Затем я перешла в ансамбль дедушки, где руководитель Руслан Биби. Я танцевала там около 10 лет. То есть с 5 лет я танцевала, я посвятила всю свою жизнь именно танцам. Хотя сейчас я понимаю, что все-таки мое призвание было, наверное, в музыке, в том плане, что сейчас, когда я рассуждаю, размышляю, я очень любила танцы, я этим, правда, жила, но если вернуться назад и сравнить по моим ощущениям, то сейчас, мне кажется, я прямо именно в том месте, где я должна быть. Потому что все сейчас складывается так, как, в принципе, должно было быть, но я эти знаки от Вселенной всегда приглушала, то есть я как-то игнорировала их, а последние несколько лет я прислушиваюсь ко всему, все, что есть в моей жизни, все, что приходит, но путь мой музыкальный начался именно с проекта Ups and Star. И туда я попала тоже, у меня там сестра пела, то есть всю жизнь пела Кристина, моя сестра, а я танцевала, то есть нас распределили родители, Кристина поет, я танцую. И
Но в какой-то период я была просто на репетиции у своей сестры, и нарты из Абхазии начали спрашивать: а ты не поешь? Я говорю: нет, я не пою. Но я дома пела, у меня бывало такое, что там Кристина порепетирует, и я после нее начинала петь. Когда Кристина пела, все такие слушались, когда я начинала петь, уже такие все потихоньку выходили из семьи, вот, и, ну, я чисто для себя так просто получить Когда удовольствие. вы поняли, что у вас это получается хорошо? Я не могу сказать, что я прям взяла и поняла, что у меня супер, Мгм. это круто получается. На самом деле нужен всегда опыт, нужна практика, безусловно. Когда ты там репетируешь долго и сама, то есть я самоучка, у меня нету педагога, который бы со мной занимался, и никогда его не было. Вот, поэтому, когда у тебя есть какие-то там застои, ты долго не поешь, ты понимаешь, что тебе намного сложнее. А когда ты репетируешь сама там часто, ты сама ощущаешь, ну, по своим ощущениям, что ты, типа, «А ты так еще можешь». Да? Здорово. И мне кажется, что очень, ну, вообще мало кто слышал, как я на самом деле пою, потому что на сцене это совсем другое. Там на тебя влияет абсолютно все, и там звук, и нервы, то есть ты по-любому переживаешь, в любом случае невозможно не переживать, да, потому что сцена, это может произойти абсолютно все. То есть Это всегда волнение да, для это вас. волнение абсолютно у каждого человека. Ну, мне кажется, у нормального артиста все переживают. Вот. И вот после проекта Absent Star а, они меня заставили все таки спеть там, ну, просто какую-нибудь песню. Я спела Бейонсе. А вот, это моя сестра сказала: нет, она поет и очень хорошо поет, просто она, ну, типа, вот стесняется, не будет Мгм. петь. Ну, я такая: ну, окей, хорошо, спою, вышла, спела. И после этого они стали меня Вы уговаривать на запели. второй сезон. Но я не пошла. Так как у меня была обида, то, что моя сестра ушла с проекта, вот, и я очень долго, честно сказать, боролась с тем, чтобы не пойти. Я понимала, что внутри, в глубине души я хочу. То есть мне было бы безумно интересно, хотя у меня было, я совмещала и танцы, и музыку, как бы все вместе. Вот, но пришло время третьего сезона, и меня, можно сказать, правда, Уговорили. прям взяли и заставили. И я пришла туда в джинсах, в рубашке после универа, с универа, и просто спела и прошла вот, и дошла до конца, до суперфинала. Мактина, вот вы заговорили о музыкальных проектах, о участии. И вот у меня такой вопрос. Вы принимали участие в Absent Star, мы вас помним все, и также в проекте «Ну-ка все вместе» на канале «Россия». Мгм. Скажите, что вам дал опыт участия в подобных проектах? Вы знаете, это был мой такой первый большой опыт, вот «Ну-ка все вместе» на канале таком, да, «Россия». И мне дал он, правда, колоссальный опыт. В каком плане? Стрессоустойчивость. Потому что, вот я как говорила, всякое может произойти на сцене. И всякое может произойти за несколько дней до самого концерта. И мне кажется, из-за того, что это был мой первый конкурс, Мгм. такой прям масштабный, ну, на федеральном канале, я как-то я переживала, естественно, очень сильно. У меня не было какой-то должной подготовки, потому что мне дали песню петь, которую, ну, я, в принципе, никогда не пела. У меня То есть за было... вас выбирали музыкальную Да, композицию? я дала много песен для того, чтобы выбрали, но в итоге они сказали, что мне подойдет именно по тембру эта песня. Я, конечно, со своим характером пыталась что-то сделать, чтобы спеть именно то, что мне ближе, Это но была Тони Брэкстон, насколько я это помню. была, да, Spanish Guitar, Тони Брэкстон. Вот, и, ну, там было очень много педагогов, продюсеров, которые настояли на том, что она мне безумно подходит. И правда, на репетициях это было все очень круто, это все звучало очень классно. Но вот бывают такие разные ситуации, которые со Но вы мной на сцене произошли. также прекрасно звучали. Я думаю, вся Абхазия гордилась, когда вас Спасибо смотрела. большое. Я не то что думаю, даже уверена, поэтому вы прекрасно смотрелись. Да, ну да, это дало мне то, что вот через что я прошла, придя вообще, в принципе, на кастинг. Там было несколько кастингов. Там были репетиции, подъем в 6 утра. То есть я, которая очень тяжело просыпаюсь по утрам. Ну, то есть я вообще, в принципе, не спала, чтобы в 6 часов прийти на репетицию, потом на съемку.
Я попала именно в первой половине дня, то есть это было 8 утра, съемка уже. И, естественно, это все закаляет. Это огромный урок, огромный опыт, и я этому безумно благодарна. Да, конечно, я иногда вспоминаю и думаю, вот у меня был один шанс проявить себя, и я могу искренне и честно сказать, что я себя не проявила так, как я проявляла себя там на репетициях и как я могу. Поэтому, конечно, мне грустно иногда, когда я вспоминаю о том, что, ну, типа, я могла лучше, это было Но на это ваша репетиции лучше. самокритичность, потому что вы на самом деле проявили себя хорошо, у вас было много хвалебных отзывов. Я даже пересматривала, готовясь к вашему интервью, ваше выступление. Это было Да. на самом деле очень красиво. Спасибо большое, да, люди пишут, всем нравится, но так как мы, артисты, сами себя видим, как мы Да. чувствуем, как мы можем, мы же знаем, как мы можем, никто не поймет, поэтому вот. Но это правда классный опыт, и я этому благодарна, что я поехала, но больше я не буду ездить на конкурсы, потому что это большой стресс. Понятно. Мактина, помимо творчества у вас есть любимое дело, даже несколько. Это МК Collection, бренд вашей Мгм. женской одежды, и Маккензи, это фуд-композиции из высококачественного бельгийского шоколада. Расскажите немножечко об этом. Да. Магазин одежды, он у нас уже работает с сестрой. То есть мы с сестрой открыли его где-то в 2017 или 2018 году. Вот, и он успешно до сих пор работает. У нас такой небольшой, конечно, небольшой магазин, но у нас всегда есть клиенты, всегда есть мы, которые, когда нам нечего надеть, мы прибегаем к нашему магазину. Это очень удобно на самом деле. Вот, и это что касается магазина. Что касается бельгийского шоколада, букетов и тележек, которые я сделала, там, клубнику в шоколаде, это вообще прям этот бизнес обрел, правда, очень большой успех здесь, в Абхазии, потому что вот уже несколько лет это работает. Вы были Тележки. одной из первых, которая вообще Да, я занималась была этим в первая, Абхазии. которая вот сделала эти букеты, и на каждый праздник, да, кучу людей. Я потом создала свою команду ученицы, я создала свое обучение, потому что было очень много желающих научиться так же, и это люди были не только из Абхазии, а из разных вообще, в принципе, стран и городов, которые писали, и я поняла, что, ну, вот это знак, это про Мгм. то, что нужно вот эти вот знаки не игнорировать. Значит, если люди спрашивают, значит, я могу быть кому-то полезна. Поэтому и я создала обучение очень качественное. У меня также был продюсер, который помогал, занимался всеми техническими делами, а я уже давала как бы полностью знания свои. И у меня было 4 потока. То есть каждые полгода я проводила эти обучения, и по 50-60 человек у меня было в Здорово. каждом обучении. И сейчас ваши ученицы уже Сами самостоятельный ученицы бизнес. работают из Нальчика, из Сочи, из Дубая, девочка есть из Лос-Анджелеса, и они скидывают свои работы, и у них потрясающие работы. И я говорю, это тот самый случай, когда ученик превзошел своего учителя. Вот, поэтому это классно, круто. И вот в прошлом году я решила открыть клубнику в шоколаде. Опять же, этого не было у нас, и я просто так смотрю на рынок и понимаю, что этого нет, а это очень интересная тема, и я бы сама хотела бы это Мгм. съесть, попробовать. Поэтому мы взяли, вот я создала этот проект и подключила своего брата, он мне сейчас в этом во всем помогает. Опять же, вот эти вот все, там очень много работы на самом деле. Вроде там 3 Да. тележечки, но колоссальная Работа изнутри работа. У очень нас еще, большая. да, около 15 сотрудников, которые этим занимаются. Поэтому я, слава богу, делегировала. И я так чисто вот на телефоне. Вы сейчас в творчестве. Я в творчестве и хочу быть именно вот в творчестве. Я говорю, что когда у меня выстрелит еще какая-нибудь песня, мне кажется, я уже полностью посвящу себя творчеству, чтобы не распыляться на там что-то На другое. что-то другое. Понятно, что я Да. буду именно там, заниматься маркетингом своего там Маккензи, магазина, да, вот такими делами, которые нужен только телефон, вот, видео снимать и так далее. Но вот все какие-то такие бытовые моменты я, наверное, это просто делегирую, опять же, наберу работников и буду заниматься только творчеством, потому что это то, что мне прям абсолютно приносит счастье. Работа в студии. Вот после подписания контракта с продюсером я поняла, что такое вот вообще вот эта вот вся музыкальная история. То, что у тебя вообще полностью абсолютно меняется мировоззрение по поводу музыки, потому что это другой уровень уже.
ты в студии записываешься, ты набираешься такого опыта. То есть, если я в первые дни, когда записывала в студии, мне настолько было некомфортно в этих наушниках, то потом ты эту песню записываешь уже там за 2 часа, за час, и но каждой песне у нас прям супер разный подход. То есть мне нравится то, что вот продюсер слышит, Мгм. что нужно, вот как мне нужно спеть, какая подача нужна, То есть вы в где тандеме работаете мы, в да, таком? абсолютно в тандеме работаем, и это его большая заслуга в том, что сейчас у меня, слава богу, есть свои треки, вот, и фит с Шами, и я, правда, этому очень благодарна. Ты когда все равно, когда ты работаешь в команде с кем-то, ты ощущаешь вот эту, знаете, безопасность, Мгм. вот эта спина, Поддержку. стена, да, и ты понимаешь, что это большая поддержка, что ты сам бы не справился. Потому что где надо, тебе подскажут, что нужно сделать. Ты не одна сидишь и думаешь там над образом, над съемкой. Мгм. Ну, за тебя все это решают. И я мечтала об этом, и я пришла к этому, слава богу. Кстати, вот съемки вы сказали. Планируются ли съемки на песню «Сердце забрала» клипа? Вы знаете, изначально мы думали, ну, выпустим песню. Мгм. Если она набирает количество хорошее нам стримов, то мы будем снимать. Вот, так как Шами сейчас в Дагестане, я в Абхазии, и мы как раз думаем об этом, как бы нам поступить, целесообразно ли это все, да. Мгм. Вообще, в принципе, конечно, это все нужно. Клипы смотрят и так далее. Вот, но сейчас просто я работаю над сольным треком, и у нас это все очень быстро должно произойти, потому что вот, то есть мы выпустили песню, у нас такой регламент, мы должны каждый месяц Мгм. выпускать трек. То есть я под лейблом Lotus Music, это один из лучших лейблов России. Вот, и мы как бы договорились выпускать каждый месяц. Поэтому сейчас времени снять клип у нас не совсем нет, но я Но думаю, что мысли мы есть. это сделаем. Да, мысли есть. Вот, но трек у меня уже записан, записала, и сейчас они работают над продакшеном, над сведением и так далее. Будем ждать где-то через недельки 3. С нетерпением будем ждать. Да. Мактина, скажите, вот вы поете, вы танцуете, вы блогер в том числе, у вас есть собственный бизнес, вы такой вдохновляющий пример для многих девушек. Скажите, как все вы успеваете, как вам удается все успевать? Я не люблю находиться, вот сидеть без дела. Я понимаю, что когда я ничем не занимаюсь, даже вот бывают выходные, и я с удовольствием провожу это время с семьей, то есть это люди, которые меня вдохновляют, мотивируют, потому что они тебе скажут правду, они тебя Мгм. похвалят, и когда ты видишь, как они тобой гордятся, тебе хочется еще больше и больше расти. То есть не то, что кому-то что-то доказывать, а просто ты понимаешь, что ты способна на большее. И не Мгм. хочется сидеть и зря тратить время, потому что, ну, время, правда, очень быстротечно. И когда я понимаю, что я там долго сижу уже там, ну, депрессия какая-то, ну, даже не депрессия, апатия бывает в зимний период, как у всех Мгм. людей, мне кажется, и неважно, чем ты занимаешься и так далее. Ну, бывает у творческих людей еще больше такие загоны, там, ты понимаешь, когда там у тебя ты выпускаешь песню, а нету такого должного внимания к этой песне, и ты начинаешь, естественно, Волноваться. переживать. Ну, даже не переживать, это просто чуть такая апатия. Но у меня такой характер, что я долго не сижу в депрессии, в апатии, или же опускаю руки, и там вот после «Ну-ка все вместе». Я могла бы Мгм. перестать этим заниматься, но нет, я напротив, я понимаю, что нет, я могу больше, и я буду продолжать это делать, и все равно покажу людям, чтобы они меня услышали, чтобы они поняли, что я могу больше, чем я там показала, например. Мгм. Вот, и долго я не могу сидеть там дома, без дела. У меня очень много мыслей, я такой чувствительный человек, очень близко принимающий все к сердцу. И я понимаю, что если я буду вот сидеть дома и там практически ничем не заниматься, только гулять там и проводить там время с друзьями и так далее, то, ну, не будет никакого роста, а Мгм. мне хочется, самое главное, самореализоваться еще больше, а, ну, потому что я знаю, что в каждом из нас есть потенциал, просто То есть это секрет желание. вашего успеха — двигаться, не сидеть на Абсолютно, месте, да, точно. пусть всё в Это движении. двигаться, не бояться, не стесняться. Нужно показывать то, на что ты способна. Да, у нас просто очень много молодежи, которые боятся Да, просто заявить сделать о шаг. себе. Да, да, элементарно, у них очень много идей, там я просто, бывает, общаюсь там даже со своими близкими там в общей компании где-то, и
такие дельные там ребята, да, но почему-то они боятся начать. И я понимаю, что если ты не начнешь, ты не поймешь. Я бы тоже могла вот просто не начать заниматься там теми же вот тележками, и я бы не поняла, какой это спрос у нас в Абхазии. То есть это заработок, естественно, хорош. Поэтому нужно абсолютно всегда пробовать. Здорово, это сейчас такая полезная информация для наших радиослушателей. Не стесняться и заявлять о себе. Да, Мактина, вы закончили госуниверситет по специальности иностранный язык, филологический факультет. Как ваша семья отреагировала, когда вы сказали, что не хотите связывать жизнь с выбранной профессией, а хотите связать жизнь с творчеством, с музыкой? Вы знаете, как я попала на факультет английского языка, тоже как? Как? Было такое дело, что я планировала на мед. Вот после Ага. танца, вот этого всего, я планировала на мед. Но меня отец не отпустил учиться. Я уже занималась с педагогами, и у меня химия, биология — это просто те предметы, которые я решала там в 10 классе 3-го курса уравнения по химии. Я обожала этот предмет. И медицину, там, я с 12 лет уколы делала дома всем. И я очень хотела на мед. Но сейчас я понимаю, что, видимо, все так должно было сложиться и складывается так, как, ну, в принципе, мы вот видим. Потому что сейчас я не могу смотреть на то, что связано с кровью, со смертью. Да, это же все как бы придется было бы увидеть. Поэтому у меня вот так получилось, что меня отец не отпустил учиться, ни меня, ни мою сестру, и я не знала, что мне дальше делать. Мне нравился английский язык, я поступила на английский, и понимала, что я все равно не свяжу жизнь с с Выбранной профессией. преподаванием там, английского языка и так далее, да. Мне классно, для меня это нужный язык, то есть я тоже благодарна этому опыту, я теперь знаю там английский, конечно, я его уже подзабыла, естественно, столько лет прошло, но все равно это Но база пригодилось. все равно Конечно, остается, да. база абсолютно всегда И при есть. вашем желании все можно вспомнить Да, и вернуть. вспомнить, и я изредка бывает открываю, чтобы как бы не подзабыть совсем. Значит, мы благодарим вашего отца, что вы сегодня Я не имеете реально его как благодарю, певица. хотя я очень сильно злилась на него в тот период. Было очень много пролитых слез. Ну, мне было 16 лет, когда я закончила школу. И, ну, конечно, он переживал и не отпустил. И когда я пошла уже, получается, я танцевала. Ну, конечно, когда я пошла на проект Absent Star, все были вообще не в восторге. Мой отец узнал об этом, когда меня по рекламе вот показали. Там у нас еще в тот период были проблемы некоторые вот со здоровьем у нашего дяди. И, ну, это именно произошло тогда, когда уже все, кастинг прошел, все, и тут... Назад пути не было. Назад пути не было вообще никак. По телевизору показывают, прям в больнице мы стоим, и показывают по телевизору меня в рекламе. И он вообще не понял. Он так на меня смотрит и говорит, что это? Ну, и мне пришлось потом отчитываться дома, что это было насильно. Но, конечно, мне это все безумно понравилось, как все это происходило. И, ну, это такой старт был для меня. Ну, это То есть все, что не делается, всё как к говорил лучшему. Булгаков, все Это к лучшему. мой девиз по жизни, даже когда у меня какие-то бывают ситуации, где я очень переживаю, нервничаю. Но потом в итоге все складывается так, вот как типа должно было быть, оказывается. Вот я думаю, что вот эта ситуация такая ужасная, плохая там, но по факту она мне принесла какой-то урок реальный и какой-то большой опыт. Поэтому я сейчас ну, так трагично и отношусь с каким-то ситуациям. Я сейчас То есть если вы с вообще благодарностью полегче, и смотрите с в прошлое. благодарностью, да, правда, искренне. Это не просто сказать, это правда внутри себя поблагодарить за все абсолютно. Максина, планируете ли вы свой альбом? Мне кажется, ваши слушатели очень ждут этого. Да, конечно, у нас будет альбом. Просто сейчас мы работаем именно над сольными треками. Да, возможно, еще будет какой-то фит. Вот сейчас это все в процессе переговоров. Но сначала мы должны будем сделать такую какую-то базу треков. Чтобы они вошли в дальнейшем в ваш Да, первый альбом. мы набираем аудиторию в Яндексе Музыка. То есть, если я начинала с нуля, то для артиста, у которого там всего 7-8 треков, там 800 тысяч чем-то, это уже огромные цифры. Это говорят и из лейбла продюсеры, там, директора, и это говорят те, которые в музыке, которые причастны к музыке, потому что несколько лет люди пытаются набрать такую аудиторию, но ее нет. Поэтому вот я благодарна вот за этот фит. Я понимаю, что
этот фит, он дал такой большой-большой старт, и сейчас у меня аудитория пришла еще большая, и к нему подписалось огромнейшее количество людей. То есть это такой, знаете, Совместное. взаимный обмен аудитории. Очень много абхазов, очень много людей подписалось тоже также с фита на него. И, кстати, ушами этот фит, ну, со мной, он тоже на первом месте среди всех Его его треков. треков. То есть у него очень много классных треков, которые залетели и в чарты. Ну, там «Молчание» трек, «Фея», «Моя вера». Это такие треки, которые знали и слушали все. Но наш трек «Сердце забрала» теперь на первом месте. Поэтому это тоже не Мне может не кажется, вы радовать. забрали сердце у всех слушателей Абхазии, Северного Кавказа и не только, как показывает топ-чарт. Да. Мактина, вы заговорили о фитах. Скажите, планируется ли в ближайшее время фит с отечественным, например, каким-то исполнителем? Пока не обговаривалось все, да, Мгм. нет каких-то предложений. Мгм. Но вы не против были бы, Вот, например, с но кем-то у исполнить? нас были обсуждения с Валерой Мгм. по поводу фита. Мы это много лет обсуждаем, но мы не можем найти... Знаете, это должно сойтись именно по стилю. Вот с Шами как произошло? Мы пришли в студию, все же на месте писалось. Мелодия, где-то он, Мгм. где-то продюсер какой-то топ-лайн придумал, где-то текст что-то я подсказала. То есть это совместная огромная Мгм. работа, и ты когда работаешь, ты понимаешь, что вот все, вот прям наши голоса звучат, они Мгм. очень мэчатся с друг другом. С Валерой у нас вечно такие, надо фит, давай фит запишем. Да, Какую давай, песню? и потом. Какую песню? Такие сидим, какие-то демки разбираем, слушаем и понимаем, что там ему не подходит этот Мгм. трек. То, что, например, есть у него, может быть, мне не подойдет, потому что у нас стили разные. Мгм. Но я надеюсь, что когда-нибудь мы придем к тому, что у нас появится такой общий трек, который подойдет и ему, и мне. Мы будем Вот. ждать. И вот такой заключительный вопрос с раскрытия ваших ближайших творческих профессиональных планов. Вот вы уже что-то сказали, может, какие-то есть еще планы, которые вы себе вот задумали на ближайшее Что время? касается именно творчества, сейчас у нас прям акцент большой стоит на выпускании треков стабильно там раз в месяц, потому что это дает тебе аудиторию. Мгм. Сейчас мне нужна еще больше аудитория, чтобы уже дальше принимать участие в каких-то там фестивалях, концертах больших. Но ближайший концерт, который уже согласовали вот с продюсером, это будет 7 числа, 7 августа, открытие фонтана, вот нашего, Да. вот, и организовывает там Таврида. Буду выступать вот именно на этом концерте 7 числа. Так, что еще у нас в ближайшее время именно по творчеству? Написание песен, вот, снимать рилсы, снимать видео, показывать это людям и так далее. Вот, кстати, трек, который выйдет скоро, это будет через недельки 3, наверное, как раз они работают над ним. Первый куплет, текст Мгм. мой. И я этим горжусь, потому То что есть вы еще и автор. вот это вот первый раз. У меня очень много треков, которые я написала сама, но я их не выпускаю. Текст, музыка. Но все не то. Вот ты Мгм. понимаешь, что ты что что-то не то. И у артистов очень много таких демок, которые они просто лежат, залеживаются. Ждут И своего времени. когда-то, да, приходят. И так и получилось. Мне продюсер говорит, может, у тебя есть свой какой-то текст, потому что как ты напишешь про свою жизнь, Мгм. так никто не напишет, да, и вот я посмотрела в своих заметках, и я поняла, что вот есть этот текст, я его подкорректировала, отправила, и они сказали, офигенный текст, давайте его Мы использовать. будем с нетерпением ждать вашего релиза. Напомню нашим радиослушателям, что это была прекрасная отечественная певица Мактина Беби. Мактина, спасибо, что вы согласились сегодня Спасибо пообщаться большое с вам. нами. Спасибо, что пришли к нам.